Этот колымбак надо почистить еще. Колымбак? Открыть там О, масло. это? Это рулевая тяга. Вот Вы взял поменяли я- уже? Взял я его, сварил на этот. А, От машины поставил. сами же все делаете, да? И варите, Конечно. и чините. Кто будет делать? А кто сделает, если не сам? Сервисов китайских ближайших нет? Ну. Приходится вот Там, сами. там дорого. Еще надо его заводить? Но завтра попробуем завести. Все, масло им зальем. Заведем. Детки, поможешь? А вы поможете, детки? Да, морально. Мысленно. Они поедут. Ну, Владимир Владимирович, Елена Степановна, спасибо вам большое за гостеприимство. Очень здорово провели мы время. Я прям душу отвел за эти дни, прям побыл в деревне, как в детстве, как раньше. С удовольствием еще раз приеду, если позовете. Да, спасибо, конечно, что еще приезжайте. Приедем. Счастливого пути Обязательно. на дорогу. А вам хороших всех дел летних, чтобы все, и синокоус, и все это, все, весь труд. Ну и всем здоровья, чтобы все, большое. никто не болел. Давайте. Поехали. Что, покидаем мы деревню Идяй. Провели мы здесь замечательные 4 дня с Николаем и едем обратно. Деревня находится на берегу Лены. И вообще она оторвана от каких-либо дорог в сторону Якутска. Мы сейчас поедем очень необычной дорогой по берегу. Просто так как вода обмельчала, мы спустимся, да, здесь. Я сейчас опять начну переживать. В общем, поселок находится на скале. И здесь вот река Лена. Сейчас она позволяет пройти по берегу, вдоль скал, по камням, по всяким. В общем, я вас приветствую всех. Сегодня у нас 9 уже июля. И вот решил я попробовать показать вам, как добраться от деревни Идяй, которая находится в 300 километрах от Якутска, не так далеко, но так как дорог особо нет, то есть их нет. Вот видите, вот так вот их накатывают летом, когда падает вода. Ой, там камень. Убрать его? В общем, я сейчас буду бегать, убирать камни, потому что у меня немножко подвеска уставшая, машина низкая стала. Ой, кардан у нас снят, поэтому тут надо нам очень-очень аккуратно. Вот сейчас первое препятствие, форсируем реку. Все скрипит уже, как слышите, мы там и песка набрали, пока ехали сюда. И, в принципе, там уже мне надо менять. Ты людей не пугай, чтобы не это. Надо же, чтобы привлечь туристов, а не оттолкнуть туристов. Нет, дорога хорошая, мы же проедем сейчас, поэтому все нормально. Покажем все как есть. Вот сейчас мы выехали, видите, натоптано чуть-чуть. Потому что уже машины ездят, и немножко вот мы по их следам будем добираться. Они же, по идее, же зимой же на островах же пасутся. И вот, а потом по весне, короче, мы их переправляем сюда. Так, сейчас они... Ну, чтобы они, да, возле поселка были, туда наверх, да. Все, они потом оттуда все спускаются, все, и тянутся сюда к острову обратно. И вот они ждут хитрые, когда вода до конца упадет, отмечают. чтобы на И острова они перейти? они переплывают. У них уже привычка. А там же это, ну, имеется в виду, сено же. Ну. А там же сено же заготавливают. А, нельзя их туда пускать? Конечно нельзя, они же все сидят. Вот так вот. Я всю дорогу бегаю, камушки собираю в сторонку. Они откуда-то опять появляются. Я вроде собирал, когда ночью ехали. Ну, не все. Нет, машины же проезжают, они поднимают. Да. Вот уже дорога почти. Но мы еще до Бана не доехали. Еще тут накатано. У меня снят кардан, крестовины лопнули, надо их поменять. Вот мы проезжаем местность Ад-Дабан. Это бывшая почтовая станция. Здесь был праздник как раз позавчера. Ну, до сюда люди с поселка еще ездят, а дальше уже вот только те, кто ездит в Синск. То есть тут дальше дорога в Синск. А в Синск, кстати, в магазин тоже ездит, да? Там побольше товаров разных. Там население около 1000. Да, вот там уже 1000 человек населения. А самое, конечно, удовольствие зимой, когда тут зимняя дорога, все, лед встает и шоссе прям
прямое до Ленска, до Лёкминска. И сюда уже очень легко добраться. Мороз, Дорстрой Мороз достроит, да. строит нам дороги. Сейчас не поснимал, вот такие крупные камни вот эти вот выковырил. Лишний раз они тут не нужны. Заезжаем в самое неприятное место. Давай, 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 давай. Ух. Сейчас тут эти ветки по краям, надо будет их сдерживать. Хочется побыстрее это все пройти и уже выдохнуть. Местность называется Чоп-Чоп. Чоп-чоп. Это та местность, которая не дает... Это палочка. Выбрались мы из этих кустов. Самый неприятный участок, вот, правда. Пока скалы заканчиваются, переходит в лес. Такая тоже природа интересная. Река здесь почти пересохла, проток, вот, ну, по крайней мере, то, что мы видим. Подъезжаем к поселку, скоро уже, да, Синск будет? Уже в Синске. Уже в Синске. Везде лошади пасутся. Вот так вот они ходят на свободном выпасе, называется. Заедем в поселок. Когда мы сюда ехали, мы проехали мимо, ехали ночью, опаздывали. Я хоть Синск посмотрю. Ни разу я здесь не был. Вот первый раз я несколько дней назад его увидел со стороны. Сейчас вот мы немножко... А мы куда едем, кстати? К родственникам? Нет, В магазин? нет, просто. Просто Показывай, прокатимся, да? да. А, спасибо. Вот Коля шарит, что мне надо показать что-нибудь интересное. Вот, давайте немножко посмотрим, как выглядит более крупный поселок с населением в 1000 человек. И все. Тоже центральное отопление есть, да, также? Ну, самое интересное, да, но не 100%, короче, там тоже немножечко проблема с этим. А. Как довести во все дома, потому что там высоко в горах. И они там, некоторые тоже до сих пор сидят на дровах. Да. А вода также есть, скважина? Вода Интересно. у них вроде бы нет у них. А, это у вас такая вот особенность, да? Да. Идей, Не что такое. Но зато у них станция электрическая, дизельная, и которая идет свет, идет туда в Идей. А, это вы питаетесь отсюда? Да, мы с Синской. М. Это больничка. Все сюда едут прям. Как это, если в больнице лежат, что амбулаторная называется, да? Или стационарная? Это, наверное, центральная площадь, похоже, да? Это, да, центральная улица. Центральная улица, этот магазин. Все, спускаемся к реке Синяя. Поселок проехали, покатались. Ты помнишь, как ехать? Да, что тут помню, тут не помню. Там надо еще определенным образом, чтобы не провалиться. Там есть ямы, поэтому надо аккуратненько проехать в правильном, нужном месте. Вот река Синяя. Здесь синские столбы выше по течению. Ни разу я их тоже еще не видел, только на кадрах. Сплавы устраивают, пока еще хорошая вода на катамаранах. И вот вдоль этих столбов там, ну, заброска на вездеходах. И люди Да, потихоньку отсюда спускаются. отсюда, да. Здесь спускаются, но машина них встречает. Отсюда уезжают. Да! Готов? Как ехать не забыл. Ну как ты? Было темно, я был уставший.
Речку. А, да, у нас есть же. Сейчас покормим речку и пойдем дальше в путь. Спасибо, речка синяя. Туда нас перевела, обратно перевела. Ну вот, Здорово. многих ошибка, то, что они думают, что спокойно бывает, недооценивают речку. Они идут вроде бы мелко-мелко. Она же постоянно копает же. Еще она резко Кто-то, говоришь, упал, да? проваливается, да? Вот мы когда ехали с Покровского, получается. Тоже гость фестиваля. На праздник ехал, да? Да, тоже ехал. А, Вот они провалились. и они провалились, потому что тут вот яма. Нужно немножко вот левее брать, как мы ехали туда. А видимо, он прямо вот так к дороге туда поехал, наверное, да? Вот эта вот яма. Да, походу, Нам, да, там вот нам яма Володя прям рассказывал, большая. да. Ага. Все, выехали на поля. Дорога уходит в лес. Сейчас там тоже будет не очень, конечно, она. И вот здесь такой спуск, подъем. Когда мы ехали сюда, он был подъемом. Ну, Коля тоже был за рулем, он красавчик вообще забрался. Напомню, что мы только на переднем приводе. Ну, спуск, наверное, легче будет, да? Я надеюсь. А так все нормально там, да? Я все волнуюсь, переживаю. Коля говорит, да успокойся ты, нормально все. Он же механик, он шарит. Такая иногда по плитам идет дорога, практически асфальт. В принципе, мы вот уже сейчас по берегу едем, уже до Титаров. Уже так. Самые такие неприятные участки мы прошли. Я это только сейчас осознал. Вот здесь тоже скалы такие вдоль берега. Река. И вот дальше. Расстояние до поселка, до Титаров, примерно 100 километров. Вот это все по берегу. То есть мы вот ехали 5 часов туда. Сейчас вот посмотрим, сколько. Сейчас это 11:30, 11:20, а мы выехали в 9:40. Вон аисты. Мы сюда ехали, они тоже вот много их. Ну, один летал и нас провожал, вот сейчас двое уже. Вот так вот мы ехали, он отлетает вперед, садится на берег и потом опять летит дальше, пока мы к нему подъезжаем. Дорога, песочек. Просто я как раз ночью также чуть не влетел, да, по-моему. Я разогнался. Там в Титарах. Или, там где-то я успел тормозиться, чуть не в яму не въехал. Так вот, оп, аккуратненько, аккуратненько. И вот, наконец, мы доехали до поселка Батамай. Напротив него находятся Ленские столбы. Вот сам парк, куда приезжают туристы. Там ступеньки наверх, там обзорная площадка. Надо найти часовеньку. Такой вот небольшой поселок. Это тоже ямщицкий поселок. Здесь была ямщицкая станция. Вот, там, да, торчит купол. Здесь провели электричество наконец-таки. Коля говорит, раньше не было. Конечно же, здесь заводят лошадей. Тут они так в тенечке прячутся. Да, здесь много туристических баз сейчас строят, потому что Ленские столбы это О, там, кстати, Демьян Бедный, наверное, да? Вот. Или второй. Вот люди либо с города на паромах за большие деньги приезжают на лайнерах круизных, либо вот так вот, как мы, на авто. Бегают еврашки по дорогам. Вот они, малыши. Коля, говорит, тоже в среду мимо проезжал, никогда сюда не поднимался. Я вот первый раз тоже сюда поднялся. Мы едем в Титары, сейчас еще в гости зайдем к Соловьеву Олегу. Мы с ним познакомились на Эсэхе. Он мастер, ремесленник. Он мне подарил очки вот эти якутские. И дейбир еще я приобрел. Давно хотел. В машине лежит. И в Батамае есть часовня. И возле нее вот Олег сделал памятник своими руками. Вот мы сейчас подъехали. Здесь Шаврина Зинаида Егоровна. Когда-то бабушка проводила 6 сыновей на войну. На Великую Отечественную. 5 вернулись, 1 без вести пропал. Она из Якутии? Она с этой деревни. С этой, из Батамая? Да. О, Да. Строевая Акулина Романовна. Да, конечно, здорово сделали. Вот Ленские столбы. Так вот. Это все вот с нашей деревни. С Первой мировой. О, Есть столько. крестами, но тут неизвестно, это сколько мы выкопали. И в том числе там мой дед с 1 крестом. Есть там с 3 крестами. Вот, Ого. гляньте сколько. Это только батамайские? Это только батамайские. Да. Это вот все дети, подростки, женщины, старики, которые оставались, Тыла. стылковали. Угу.
Они колхоз не развалили, а колхоз так и держался, хоть и без мужчин, вот на этих крепких плечах подростков. И дети стали крепкими, да, в то время. Да. Им деваться было некуда. И женщины на себе все тянули. Старики Вот нашли в себе силы. 4 года как построили в память нашим предкам-ямщикам Батамайской почтовой станции Иркутско-Якутского почтового тракта от благодарных потомков. В 20-м году построили, да, вот эту Да. часовню? Да, 4 года будет в августе. А памятник когда Памятник Олег в сделал? прошлом году. В прошлом году. В августе будет год. Мы своими силами, потомки, собрали денежки. Сами скинулись. Сами скинулись. Цыганская почта, оказывается, работает. Вот эти вот все заказывали иконы в Казань. Купол выписали с Ярославля. Вот 200 тысяч только купол обошелся. А так сколько вообще, это, если не секрет, все ушло? Ну, где-то около 700 тысяч. 500 тысяч, да? Да. Вы же отсюда, да, здесь выросли? Я здесь, да, родилась. И вы как общественник просто все это, да? Это я как общественник, Просто, ну, да. вот, собственная инициатива, да? Да. Вот мои родители. А это тетя Олега. Тетя Олега. А, его тетя. Ага. Вы родственники, получается? Да, но не кровные. Уникальное Вот здесь сооружение. из гильз сделаны Из гильзы, подсвечники. да? А это это от телевизора. Да, Ножка. И вот он такой вот круг сделал, чтобы, ну, как бы свечка не падала на пол противопожарная. Мгм. Угу. Ну, Здорово. Спасибо большое. да. Молодцы, что так делаете, что сохраняете, Да. развиваете. Если не мы, то кто? Надо самим все брать в свои руки, Ну, покуда возраст покуда есть возможность. да. позволяет, здоровье позволяет, конечно, буду ухаживать. Я вон домик построила в прошлом году. А, Рядом. это вы Да. построили? А, Да, свежий где? тоже. А где я бы жила? В палатке? В палатке да. гости ночуют, приезжают. То есть тоже, Там да, можно здесь? Тесно, да. Здорово, У меня да. одноклассники приехали на той стороне, сейчас приедут. А, Чай попьют, поедут. Сейчас еще вот за Батамай последний кусочек такой, чуть-чуть неприятный, но в принципе проходимый по колеям. Кусочек дороги, и потом мы на берег выезжаем, и уже Титары. Выехали на реку, и вот последняя дорога будет вот так вот. Тумул, небольшой поселок, тоже на берегу Лены, между Титары и Батамаем. Коров, смотрите, сколько здесь тоже. Немало, в принципе. Отдыхают, греются на солнышке. Пасутся на песке. Вот им делать нечего. Ну, что ты... Малыш, ну давай, с дороги. Осторожно. Быть. У-у-у. Подъезжаем к Титары. Люди активно уже едут на реку. Здесь с лодками. Все, заехали мы в поселок Титары. Здесь у нас уже хорошая дорога начинается наконец-то. Едем в сторону Якутска. Сейчас вот пытаемся Олега встретить. Вот знакомьтесь, Олег Соловьев же, да? Правильно? Мы только что в Батамае видели памятник. Вот он его сделал своими руками полностью. И вот... А? Встретили, да? Да, мы немножко пообщались, там нам часовню открыла. Вот он нас как раз и направил. Вот дейбир, который... Я давно хотел себе хороший дейбир. У меня был такой дешевенький, за 700 рублей, простенький. А тут вот это делает мама, по-моему. Да, сейчас. Вот, здесь, смотрите, чурон так вообще классно сделан. Эти вот штучки такие металлические, кожа. Ну, то есть вообще дейбир такой. Я его использую. Можно как и отгонять. Это, в принципе, для этого изначально и делается. Разных гнусов. Но, в принципе, это еще и ритуальное значение он имеет. Когда делаешь... Комара мака, халка, потом уже это, да. Да. Ритуальное. Ну, обрядовое как тоже. Ну, оберег, все такое. А вы тут живете постоянно, Титары? Ну, я как ты же выбежал из центра, я тоже из Якутска тоже взяли и выбежали. А, сюда, да? Но к земле. Здесь тоже ямщицкий поселок Титары, и вот здесь еще живут ямщики. У Олега тоже родственники, да, получается. Вот мама Олега, да, Пелагея, возьмите, пожалуйста. Вот это ее работа. Узнали же, да, сразу свою, да? Очень мне нравится, кстати, так классно. Вот это вы здорово сделали. Вот смотрите, я интерпретировал, здесь рисунок есть как будто бы дерево и как будто бы щит. Я считаю, что это защита рода. Вот я так прочитал для себя. Сила рода как бы защищает меня. И, вот, и то, что вы чурон сделали, я же покупал, не сразу заметил, когда брал. Там все бегом-бегом, так вот я это... Поэтому очень здорово делаете вам. Понравилось. Да, это для меня Спасибо. сакральное значение имеет такие вещи, на самом деле. И я же как и ритуалы стараюсь делать тоже, вот, якутился. Уже 6-й год здесь, поэтому для меня это очень, очень ценное было приобретение на праздники. Поэтому
Спасибо вам большое. Вот Олег мне подарил на праздники такие вот очки. Я просто их куда-то спрятал и не могу найти. Тоже ценный подарок, спасибо большое. Сам как-то себе не покупал, а вот именно в качестве подарка. Конечно. Очень здорово. Так. Это медь. Медь, да? Вот латунь. У меня латунный же, да? Вот есть. А медь вообще, ух ты. Вот, например, вот такая. А, Сейчас я. а как вы рисунки не наносите? Термическая, химическая, и механическая. Ну, гравировку делаем. Снаука. Вот. Сын. Первые солнечные очки в мире. А, да. Да, они изобретены здесь. нашими предками, они южанами. Да? Вот сын доклад написал и поучаствовал. Это вот маленький, да? Он уже? Сколько Ну, ему? твой тезка Игорь. А, И он такой сейчас уже. Это Уже два это- года тому назад. Супруга член Союза художников России. Тоже. Она ювелир, вот, например, ее работа уже всякие разные международные побеждала. Вот ее работа. Рог, кость. Поэтому. оказывается, Пелагея, у нас в Едяе жили вы 2 года, учительница работали в свое время. 2 года Здорово. работала там, потом вышла замуж, сюда приехала. Ага, там, конечно, молодежи было много, особенно парней, девушек нас было мало. Все были очень активные. Ездили в Каталжуру с концертами. Знаете на чем? На прицепе, тракторе, все в тулупах. Зимой же, да? Зимой, ага. Ну, это зимняя дорога там была страшно такая. Это были незабываемые годы. Там сейчас вот моего возраста, это все мои знакомые. Всех знаете, да? Все знают, да. Ну, так. Передавайте привет, может быть, увидят. Всем привет, моим родственникам, моим друзьям, подругам, ученикам моим. Да, там же ученики ваши сейчас многие. Мои ученики. Было очень хорошо в Едяе. Мы все старались, как говорится, чтобы там было комфортно. Ставили концерты, субботники каждый раз. И много чего. Была молодежь золотая. Вот. Здорово. Ну, давайте покушаем. Спасибо большое и Ешьте. поедем дальше. И вот тоже, как здесь везде в деревнях сделано, здесь, по сути, дом большой, но это одно большое помещение. Видите, перегородки все, они не до конца сделаны, чтобы все-таки ограждение было, но тепло от печки расходилось по всему дому. Это очень важный момент. И вот мы сейчас с Олегом общались, он говорит, что зимой здесь дровяное отопление, приходится постоянно топить каждый день, никуда не уехать. Если уехать, он маму зовет, чтобы она следила, да, и тепло поддерживала. Как этот джин раб лампы, я Раб дома. Печки. Печки. Ну здорово, такие вещи, знаешь, которых даже не догадываешься на самом деле, когда вот. Ну, а для вас это просто быт естественный. По-другому вы и не знаете. Конечно, мы тоже в городе жили. Там я тут родился, после школы уехал, я там 16 лет долго были. преподавал и в художественном училище. Потом взяли и обратно приехали. Ну, вроде бы недалеко, вроде бы всегда приезжаем, все такое, да, и на Сенокосе, и всегда. А тут приехали жить. Оказывается, надо, все отключено, оказывается, у меня. Городским стал. А сейчас надо сразу Восстанавливать. да, снова Заново, переучиваться, все. Это так было, как было. Отца уже нету, у некого спросить. Как хорошо в деревне летом, а? И вот это помидоры у вас растут? Вот просто открытые. Вот я сколько раз вот поражаюсь здесь в Якутии. У нас в Питере у мамы в теплице только растет с папой. А здесь вот на открытом воздухе. Ну, хоть это и в теплице, но вот я видел вот так вот на грядках прям. Ну, очень рады к вам заехать. Спасибо, что накормили очень сытно. Как раз мы проголодались с дороги. Вам спасибо. Ну, отдохнули, покушали, но с утра тоже. Теперь мимо буду ехать, не проеду. Флажок. Да, тут уже знаю, да, у вас очень здорово. Первый дом сразу. Так что надеюсь, ну, еще увидимся. Спасибо, все, давайте. Спасибо вам. До свидания. Давай, Коля. Давай. Всё, давай. День из дней. Ну все, очень были рады заехать вообще везде. Слушайте, отличная поездка такая.
Коль, спасибо тебе большое. Прям вот, как говорится, вспомнил и свою родную деревню. Это прям вот... Дорога, конечно, такая для меня сложноватая. Для Коли вообще привычная. Ну вот я как-то зато получил первый опыт, наконец, такой езды. И моя машинка получила, наверное, тоже со мной первый такой опыт. Все, дальше мы выезжаем уже на более-менее такую гравийную дорогу. И уже через часа 3 будем в Якутске. Все, давайте. Всем счастливо. Надеюсь, вам понравилось. Коля, попрощайся тоже. Всем пока. Всем пока. Всё.